Тогда, Тюлёк Анна Алиевна, в какой последовательности вы будете выступать? Ваша честь, уважаемые члены Конституционного суда, я очень доверяю нашим ведущим адвокатам, которые непосредственно занимались и защищали право как организации Бердыйной, так и меня лично, потому что я подвергалась очень сильным психологическим давлением со стороны Министерства культуры, Союза кинематографистов и департамента уже в течение 2 лет. Поэтому мы обращались несколько раз в местные суды, и до сих пор сегодня находится в административном суде наша жалоба. Поэтому я очень хочу, чтобы адвокаты наши выступили, и в заключительной речи я могла бы выступить как руководитель. Благодарю вас. Так, тогда слово для выступления предоставляется Тимуру Джеңишбековичу. Добрый день, уважаемые члены Конституционного суда, судьи. Наше обращение в Конституционный суд вызвано практическими соображениями в связи с тем, что наша организация занимается организацией ежегодного фестиваля документальных фильмов по правам человека. И в этой связи мы непосредственно столкнулись с тем, что нормы закона о государственной поддержке кинематографии, который позволяет осуществлять цензуру, этой нормы, препятствовали нам осуществлять и реализовывать свои права и свободы. Вот основанием к обращению в Конституционный суд явилось то, что мы считаем, что вот оспариваемые нормы закона о государственной поддержке кинематографии являются, по нашему мнению, неконституционными и противоречащими отдельным нормам и положениям Конституции Кыргызской Республики. Так, закон о государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики определяет основные направления деятельности государства по сохранению и развитию кинематографии и устанавливает порядок ее государственной поддержки. Абзацем 1 статьи 5 этого закона определены определенные гарантии для творческих людей, юридических лиц, физических лиц, осуществлять деятельность по созданию, распространению аудиовизуальных произведений в Кыргызской Республике. При этом абзацем 2 статьи 5 закона установлено, что цензура аудиовизуальных произведений не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 закона. Таким образом, цензура запрещена, однако делается оговорка, что имеются исключительные случаи со ссылкой на статью 6 этого закона. Абзац 2, который определяет нормативный правовой акт, который устанавливает порядок осуществления этой самой цензуры. То есть это положение о порядке отнесения аудиовизуальных произведений категории порнографических и иных запрещенных видов результатов творческой деятельности, которые утверждается правительством Кыргызской Республики. Мы считаем, что нормативные положения абзаца 2 статьи 5, выраженные словами «за исключением случаев, предусмотренных статьей 6 настоящего закона» и абзаца 2 статьи 6 закона, нарушает права и ограничивает свободы человека, которые гарантированы Конституцией Кыргызской Республики, а также нормами международных договоров, соблюдать которые приняла на себя Кыргызская Республика. Так, мы считаем, что основным несоответствием Конституции Кыргызской Республики, оспариваемых нами нормативных положений закона о государственной поддержке кинематографии, является норма Конституции Кыргызской Республики, согласно которой цензура в Кыргызской Республике не допускается. Так как, несомненно, аудиовизуальное произведение является одной из форм самовыражения человека, своего восприятия окружающего мира, результатом его творчества, выражения мнения и
ее распространения, указанный запрет на осуществление цензуры в Кыргызской республике обусловлен и взаимосвязан с конституционной гарантией запрета принятия законов, ограничивающих свободу слова, печати и средств массовой информации. Также в Конституции Кыргызской республики установлено, что каждый имеет право на свободу мысли и мнения. Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати. Каждый имеет право свободно искать, получать, хранить, использовать информацию и распространять ее устно, письменно или иным способом. Каждому в целях самореализации личностного роста, развития гарантируется свобода научного, технического, художественного и иных видов творчества, преподавания и обучения. Каждый имеет право на осуществление творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и, особо хотел бы отметить, доступ к ценностям культуры, как мы считаем, как аудиовизуальное произведение в данном случае. Считаю необходимым привести правовую позицию Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской республики в решении от 24 июня 2015 года. Свобода выражения мнений, свобода слова и печати являются необходимыми условиями самовыражения человека, формирования его активной жизненной позиции, осознания им собственной значимости и ценности, удовлетворения потребности быть услышанным и слышать других. Гарантия свободы выражения мнения заключается в защите человека от ограничения возможности мыслить свободно и независимо. Следовательно, мнение не может проявляться свободно, если невозможно его свободно высказать. Свобода слова проявляется в возможности человека публично высказывать, придавать гласности, беспрепятственно выражать, распространять любым способом свои мысли, мнения и убеждения. Также, если обратиться к международным нормам, то Международный пакт о гражданских и политических правах, участницей которой является Кыргызская республика, в статье 19 определяет право каждого на свободное выражение своего мнения. Конечно, здесь имеется уточнение, что могут быть ограничения при выражении своего мнения, оговаривается Международным пактом о гражданских и политических правах. Эти ограничения, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми. В каких случаях? Это первое. Необходимыми для уважения прав и репутации других лиц. Второе. Для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности населения. Так, действующим гражданским кодексом Кыргызской республики мы отмечаем, что предусмотрена возможность гражданина требовать по суду опровержения сведений, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию, а юридическому лицу сведений, порочащих его деловую репутацию, а также требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Также в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц, действующим Уголовным кодексом Кыргызской республики, предусмотрен перечень деяний, связанных с распространением информации, за совершение которых человек может понести ответственность. Какие это деяния? Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами. Публичные призывы к насильственному захвату или насильственному удержанию власти, а равно к насильственному изменению конституционного строя. Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной, межрегиональной вражды, розни, унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства, либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, а также посредством сети интернет, распространение экстремистских материалов и пропаганда войны.
Также особо отмечаю, что Уголовный кодекс Кыргызской Республики также запрещает изготовление и распространение предметов порнографического характера. Таким образом, мы считаем, что вопросы возможных злоупотреблений свободой творчества в достаточной мере урегулированы действующим законодательством Кыргызской Республики. Оспариваемые же нормативные положения закона о государственной поддержке кинематографии противоречат установленным законом о нормативных правовых актах принципам обоснованности и целесообразности на сегодняшний день. На основании вот вышеизложенного, вышесказанного, мы просим удовлетворить наше ходатайство. Спасибо. У вас все?